Владимир Уйба возглавляет делегацию Коми на Петербургском международном экономическом форуме. Он юбилейный, 25-й по счету. Главная тема в этом году – «Новый мир, новые возможности». В составе делегации первые лица республики, представители Минэконома и Минприроды, представители бизнеса. Для них участие в форуме – дополнительная возможность расширения деловых контактов и поиска новых партнеров. Владимир Уйба принял участие в пленарном заседании форума, на котором выступал президент России. А еще глава республики презентовал инвестиционный потенциал Коми на площадке «Арктика. Территория диалога». Для инвестора обязательно нужна точка роста. Точка роста – это наше предложение, это особая экономическая зона, север, где мы предлагаем уникальные преференции для тех, кто придет в эту экономическую зону. Ну, а для того, чтобы раззадорить, это на секундочку, сегодня уже 32 миллиарда якорный инвестор туда готов отдать и создать там более 1200 рабочих мест. А вторая история для любого инвестора – это, конечно, логистика. Так вот, логистика у нас тоже уникальная. Мы, как Северная железная дорога, имеем возможность в ближайшие годы получить еще одну мощную инфраструктуру в виде северного широтного хода и еще один мегапроект Сосногорск-Индиго. Это уникальная железная дорога, которая пройдет и свяжет любого инвестора с северным морским глубоководным портом в Индиго. Но львиная доля этой дороги железной проходит по республике Коми. Это львиная доля. Как отметил глава Коми, наша республика – единственная территория в России, где есть 4 сухопутных арктических зоны. И на этих 4 зонах регион сегодня предлагает уникальный инвестиционный климат. 100% освобождения от налогов на прибыль, землю и имущество. Сразу на 5 лет. Это федеральная преференция. Кроме того, сама республика продлевает этот срок еще на 5 лет. Итого целое десятилетие у инвесторов на то, чтобы реализовать свои проекты на наших арктических территориях. Продолжают сыпаться визитки. Теперь надежды на поездку в Коми у людей появились. Тем более вы так проиллюстрировали. Да, вы тоже хотите? Отлично. Продолжайте вашу презентацию, рассказ, да? Спасибо большое. Я хотел бы сказать, что плотность того, как поступают визитки, значительно выше сейчас, когда пошел рассказ о Коми. На Архангельске тишина была. И первые договоренности на форуме. В Татарстане пройдут Дни Республики Коми, а в Коми – Дни Татарстана. Соответствующее соглашение подписали Владимир Уйба и Рустам Минниханов. Как отметил президент Татарстана, сейчас межрегиональный товарооборот на уровне 3,5 миллиардов рублей, и он уверен, что мы сможем его нарастить. Глава Коми, в свою очередь, заметил, что сегодня в нашей республике проживает почти 11 тысяч представителей татарской национальности. Очень многое Татарстан может дать и, самое главное, хочет. Мы с Рустамом Нургалиевичем уже все-таки, кроме того, что два руководителя, мы по жизни очень давно дружим, и это очень важно. Поэтому сегодня еще раз обсудили то, что действительно очень важно для республики, и то, что может очень быстро Татарстан нам предложить. Ну, во-первых, это комплексное обучение нашей команды по тем направлениям, где у Татарстана уровень передовиков России. Это информационная технология, это и промышленность, и строительство жилья, что для нас очень важно. Что прямо, что называется, с листа, это договорились о поставке пассажирских высокоскоростных катеров класса «Метеор» на воздушной подушке, что для нас очень важно, особенно с обмелением Печоры. Проговорим условия выгодные для республики по поставкам. Ну и еще раз подтвердили свою значимость и важность по поставкам вертолетов. Вертолеты Ми-8 МТВ, современные вертолеты.
Коми и Татарстан будут расширять деловые контакты между предприятиями и организациями, совместно поддерживать предпринимательство, стимулировать инвестиционную активность, развивать механизмы государственно-частного партнерства, взаимодействовать в вопросах внешнеэкономических связей. Проработают стороны и возможность создания оптово-распределительных центров на территории Татарстана экспортно-ориентированными предприятиями Республики Коми. В ближайшее время обсудим вопрос авиасообщения. Может быть, пока это будет транзит Казань, Сыктывкар, Архангельск, а там в последующем, может быть, и на самостоятельный авиамаршрут, потому что обмен очень большой. У нас только 450 студентов, ребят наших учатся в Казани. И кроме этого, повторяю, все-таки нам нужно поднимать уровень обмена туристами. Как Татарстан к нам, так и мы в Татарстан. Сотрудничать регионы будут и в вопросах занятости и социальной поддержки населения. Широкий спектр направлений для сотрудничества республик определен в сельском хозяйстве, в их числе биотехнологии, здравоохранении и биофармацевтике, а также в других сферах. Соглашение составлено на русском, коми и татарском языках и заключено сроком на 5 лет. Еще одно соглашение на форуме было подписано с Республикой Дагестан. Подписи под документом поставили главы республик Владимир Уйба и Сергей Меликов. Стороны намерены развивать транспортное сообщение между регионами, туристические связи, в том числе организацию отдыха детей из Коми в оздоровительных учреждениях Дагестана. Договорились и об обмене опытом в вопросах поддержки предпринимательства, работы с молодежью, укрепления связей в сфере экономики, сельского хозяйства, строительства, образования, здравоохранения, культуры, спорта и других сферах.